какую работу делает IT-специалист. У каждого свое мнение насчет этой профессии. Мы расскажем вам про Арстана Джусупова, IT-специалиста. Арстан проработал в Малайзии более 10 лет. В данное время он открыл Ваше-центр, где обучают юных IT-специалистов. Имя этого центра Next. Next деген өзі мааниси кийинки. Next – это новая большая бизнес-идея. Главная цель нашей компании – создать место, где могут собраться интеллектуальные и креативные молодые люди. Next'in ачылыш максатынан бирөөсү Ошто жаштарга ресторан, кафе, пивнушкалардан башка дагы бир альтернативдик убакыт өткөрүү жай. Интеллектуалдуу, креативдүү адамдарды чогултуу максатында ачылган да. Я убирал эти. Сюда приходят молодые люди, которые могут брать советы и приумножить свое образование. Среди них есть и эти два молодых IT-специалиста. Зумрат и Залкар начали разрабатывать свои первые сайты. На данный момент они уже разработали более 10 сайтов по разным направлениям. Башка университет бүткөн, башка тармакта лингвист бүткөн болчумун негизи. Я закончил вуз по специальности лингвист. На 4-м курсе стал думать, что я буду делать дальше. Решил стать программистом в IT-сфере. В большинстве случаев разрабатываем сайты. В основном для туристических фирм и медицинских центров. Для магазинов и частных компаний мы разрабатываем сайты информационного характера. Анан ошентип чечтим, ошо IT тармагына өтөм деп, программист болом деп. Заказдар ошо көбүнчө сайт болот, көбүнчө информационный сайт болот. Тур фирмаларга кылып беребиз, медицинский центрларга кылып беребиз заказдар. Магазиндерге көбүнчө ошол информационный сайт кылабыз. Компанияларга, частный компанияларга. 18-летний Залкар ответственен за дизайн сайта. Молодой специалист разрабатывает дизайн по своему вкусу. Об оплате с каждым клиентом они договариваются по отдельности. Все зависит от сложности работы. Сайт менин көз карашымча боюнча сайтта информация азыраак болуш керек. По моему мнению, информация на сайте должна быть минимальной, потому что человек воспринимает небольшую информацию лучше. Этот сайт медицинского центра, по моему мнению, одна из лучших моих работ. Сюда я добавил различные эффекты и цвета. Основной цвет белый и добавил много различных функций. Сайт работает без перебоев и проблем. Это главное. Картинки тоже приятные. Цвета использовать. Фон сделал белым. И функции. Здесь в основном хорошо получилось, как по мне, это галерея. Вот разные эффекты. Сайт больше хорошо грузится, потому что нету ошибок. Это самое главное, потому что галерея приятная. Арстан Джусупов сам работает с международными компаниями. Сидя в этом кабинете, он находит клиентов из Америки и Европы. Основной его работой является налаживание онлайн-связи. Клиенттерим Америкадан бар, Австралиядан бар. Многие мои клиенты из Америки, Австралии, в основном из юго-восточных стран, такие как Сингапур, Таиланд, Филиппины. Нет географических ограничений. Например, я, находясь в Ваше, могу работать с клиентами из Америки. Главный инструмент для меня – это интернет. Жок да. Мисалы силер мен Кыргызстанда Ошто отуруп Америкадагы клиенттериме иштеп берем. Отуруп алып Юго-Восточный Азиянын полностью мен бул жакта карап берем. Так что ушул жерде эле, ушул жерде ушул компьютер машина отуруп алып, интернет болсо эле, компьютерым болсо эле, ишти кылып иштей беребиз. В маленькой комнате каждый день проводятся семинары. Тут обучают людей разных профессий.
основам работы с компьютером и получению онлайн-образования. О семинарах люди узнают из социальных сетей. На этот раз тут собрались студенты и школьники. Им провели семинар про онлайн-образование. Например, я думала, что онлайн-образование – это надо ходить в учебные центры и там обучаться. На самом деле можно, оказывается, учиться, не выходя из дома. Мне семинар очень понравился. Можно свободно ходить и также учиться по своей основной специальности. О том, что будет семинар, он узнал из социальной сети Facebook. Первокурсник решил прийти и учиться здесь. Улану понравилась методика обучения. До этого он не верил, что в интернете можно зарабатывать. Мен үшін жаңалық болған нәрсе бұл ошол негізі бүгінгі собрание чогулушта онлайн образование жөнүндө сүйлөштү. Онлайн образование. Главная новость для меня была лекция по онлайн-образованию. Как надо учиться, где искать, как можно записаться на онлайн-обучение и так далее. Я никогда не ходил на такие семинары раньше. Здесь рассказали, как можно рекламировать и продавать свои товары в Инстаграме. Еще одна девушка рассказала, как можно сделать стендапы и зарабатывать на этом. Бирөө сайты Инстаграмдан, мисалы үчүн, постторду кылып, реклама кылып, өзүңдүн товарыңды өткөзсөңөр болот. Ошол нерсени иштесеңер болот деди. Или вот бир кыз айтып кеткендей, стендап боюнча видеолорду көрүп үйрөнүп, потом выступать этип, ал жерде ал жактан акча табууга болот деп айтты да. Здесь проводят не только семинары, но и интеллектуальные игры для взрослых. Например, предприниматели города Ош в неделю один раз приходят сюда и обсуждают свои бизнес-идеи. Арстан Джусупов с ним делится своими знаниями, как можно работать в интернет-пространстве. Бұл Арстан байке маркетинг бойынша, реклама бойынша қандай жүргізіш керек, еш қандай жүргізіш керек. Арстан Байке пошагово объясняет нам, как можно рекламировать, а как нельзя. Мы приходим и спрашиваем у него советы. Например, наша работа зависит от мобильного приложения. Через программу мы высылаем заказы для водителей. Мы всегда приходим к нему и спрашиваем, как можно сделать то или иное. Через программа заказ алабыз, через программа водительдерге беребиз. Ошол программанын жактан көп кеңеш сурап келем бул жакачы Арстан байкеге. Арстан байке келип өзүнүн опыту менен бардык жактан жардам берип, ошодон анан бизге жеңил болот да кыйла. Арстан приехал из Малайзии около 3 лет назад. Он бросил хорошо оплачиваемую работу, потому что он опасался, что его дети забудут своих родственников, свой родной язык. Инициатива переезда из Малайзии в Кыргызстан была со стороны мужа, потому что наши дети не знали наши традиции, культуры. И главное, они начали забывать кыргызский язык. И мы снова посоветовались, решили приехать сюда. Поначалу мы хотели обратно улететь, но мой муж подбадривал нас. Сейчас думаю, что мы правильно сделали. В данное время старший сын и дочка Арстана уже хорошо говорят по-кыргызски, в отличие от младшего, который еще не понимает хорошо, и с ним общаются на английском языке. Старшим дают литературу на кыргызском языке, чтобы они еще лучше овладели языком. What is this? Dog. Yes. What is this? Yes. Elephant. Okay. This one? Ал эми улуулары көбүрөөк китеп окуп, адабий тилди жакшы өздөштүрүү зарылдыгы бар. Дагы эле кыргыз тилде жаңы үйрөнүп. Мы до сих пор учим кыргызский язык. После прихода с работы мы все читаем книги. Раньше соседи по-другому относились к нашим детям. Они удивлялись, как можно не знать свой родной язык. А сейчас они уже относятся к нам с пониманием и дружат. Кул комшулар буларга бир аз көз караштары башкача. Биринчи келгенде таң калып, булар эмне кыргыз болуп, кыргызча кандай сүйлөбөй калды деп таң калышкан. Бирок күн өткөн сайын жаңы сөздөрдү үйрөнүп, жакшыраак сүйлөп,
азыр жакшына эле алар менен тил табышып сүйлөп калышты. Молодая семья купила дом на окраине города Ош. За эти 3 года они уже обустроили дом и только привыкли к жизни здесь. Мы думаем, что Арстан будет примером другим нашим соотечественникам, которые учатся и трудятся за рубежом.